Утро 4 февраля. Начинается новый рыбацкий день. Бодрячком? Бодрячком. Сегодня выспались просто вот так. Березу положили одну. Вот половинку березу положили. Шаяло всю ночь. Была комнатная нормальная температура, так что вообще выспались идеально. Как дома, можно так сказать. За бортом температура минус 5 градусов. Ночью дул сильный ветер. Сейчас небольшой такой ветерок есть. Ну, не знаю, на реке, наверное, будет, но ничего страшного. Поехали, друзья. За новыми поклевками, на новые места. Все впереди, погнали. Готов? Молодец. Ты как король, блин. Кто на что учился, да? Пакет-то взял для рыбы? Как приедем? Ой. Я патроны так, патронники не заслал еще, блин. Волка увидим, блин, пока будем заряжать, убежит, блин. Ну, с Богом. Смотрите, что делает Санек. Вытащил уже второго хорюска. В общем, друзья, остановились на такой вот ямке. Вот выход с ямы там. Здесь вход в яму, тут перекат как бы. Каждый год эту яму зашуговывают. По идее, здесь должна быть рыба. Саня говорит, не будем тратить времени, поехали. Я говорю, давай пробуримся, посмотрю, если не зашуговано. Проверю камеры, если здесь рыба собирается. Нет, по идее, должна быть. Лед есть, вернее, это не лед, а где-то, ну, каша сантиметров 50-60 водяной каши, такой снежной каши. Ну, сверху корочка не большая, а корочка подсохла, так что можно ходить. Пойдемте глянем. Вот настроил всю камеру. Все-таки с камерой намного удобнее. Раньше здесь было, теряли больше часу. Пока все это... Так, ну что, смотрим. Смотрим, что нам покажет ямка наша. Ага. Ямка нам показала, что здесь рыбы нет. Надо вот так буриться. Там на входе в яму, скорее всего, он стоит, собралась кучка. Опа, а рыба-то плавает какая-то. Там проплыла, вон второй. Плавает, да? Да, я не понимаю, что за рыба. Хариус, ёшкин кот. Он мелкий, но он есть, и он плавает на яме. Так, крутанулись. Так, вижу отверстие, это вот, наверное, ту лунку он видит. Получается, вот он где-то, наверное, между мной и тобой они проплыли. 3 штуки там вдалеке проплыли. Что за цеп? Да, сорвался. Сорвался. Чистое каменистое дно и нифига не зашуговано в этом году. Видать, как снег выпал. Так все и замерзло, не было осеннего ледохода. Все, больше нету. Видел, 3 штуки проплыли там вдалеке где-то. Пойдем дальше. Глянем. Все обуренные лунки сейчас посмотрю. И если что, на самой яме-то нет, а там, наверное, на входе. Если на входе есть, то и на выходе, наверное, есть тоже. Раньше было здесь не то что камеру, даже вольфрамовую мормышку не кинуть. До дна было все зашуговано. Река сюда бьет вот поворот и просто осенним ледоходом шугует полностью эту яму до дна. Я все думал, здесь возможно и щука, плотва. Но нет. Ничего на этой
Ямень не вижу. Чистое, ровное дно. Без каких-либо коряг. Летом, наверное, по-любому здесь рыба есть. А зимой почему-то на ямах ее нет. Так что с помощью камеры все становится намного проще. Если в... Опа, это что такое у нас? Так, яркость, наверное, инфракрасная яркость. 4, 5, добавим яркость. Я вчера не догадался включить яркость инфракрасная. По этой причине ночью, наверное, и не было ничего видно. Разобрался. О, коряга, не коряга, какая-то фигня там, блин. Ладно, друзья, пока выключаемся. Осматриваем дно. Осматриваем, что у нас подо льдом. Ищем рыбу. Где найдем, мы вам ее обязательно покажем. Но там вот, получается, проплыла она. Так, а вот тут вот немного было зашуговано. Не знаю, до дна, не до дна. Ух ты. Тут да. Тут что-то. Тут зашуговано есть что-то вон. Тут немного зашуговало вот. Каша, снежная каша, вот это все. Кашей зашуговала. Все, друзья, пока выключаемся. Если что будет рыба, обязательно вам покажу. Санька сейчас подъедет на буксе. Он промоенный. А, уже он едет. В общем, хочу показать, как может снег на голову упасть. Совсем мертвый будешь. Вот так вот. Представляешь, вот рыбачишь, да? И просто сушняк. Хлоп, ломается. От того, что снегу навалило много по башке. И все. Вчера мы еще здесь проезжали. Нормально было. Я говорю, вот так бы на голову упало и все, да? Сушеную, и может короеды, если она стоячая. Или она тонкая, думаешь? Тонкая, для короедов тонкая. Давай пильнем, посмотрим короедов. А я тебе так скажу, если не буду. Аккуратнее, там может провалиться, Саш. Перекат здесь. Есть короеды? Есть, да? Ну вот дятел долбил вон, да? Так что сейчас останавливаемся, ищем короедов. Мне кажется, мне уже на равник нету короедов, потому что уже слишком старое дерево. Посмотрим. Нету. Сейчас расколем. Дырок нету под короедом. Сейчас надо расколоть, да посмотреть. Напополам хотя бы. Там видно будет, да? Жарко. Жарко, ну. Вообще, весна наступила, весна. Еще чаю напился бы. Сейчас? Нет, дай дома в избушке чаю напился еще. Жар. Надо полежку сейчас сложить прямо здесь поленницу, на обратном пути забрать. Сухо ведь, да? Подсушило хоть немного. Ну что, едем, облавливаем новые места. И буквально подъехали, первые лунки пробурили. И у Санька уже есть контакт. Не сразу, но зато он такой красавчик. Поздравляю. Счастья полные штаны. Поздравляю. Я же слышал, так катушка пошла, блин. А я попробую вот на такую здоровенную мормышку тяжеленную. Была красная, но вся уж покоцанная. И вот такая вот нимфочка. Похоже, как ее, на веснянку или как там правильно называется.
Сейчас попробую. Правда, лес как говно, блин. 3D вот это. До первого обрыва. Если оборвется, я все лески это поменяю. Вот тут плес разбурим вот этот. Поворотик. Вода по буранке выступает. Но не так, не так. Река подсохла. Это уже радует. Так, ну что. Сейчас 3 лунки пройдусь. Потом, пожалуй, посмотрю в камеру, что под водой творится, да, наверное? Есть рыба, нет? Может один и стоял. Ну, не знаю, посмотрим. Сейчас глянем. Сейчас мы это посмотрим. Я вот так вот под тяжелой мормышкой это по дну стучу. И где камни, она вся краска же пооблетала, блин. Была красная, сейчас хер пойми что, блин. Ну мне так еще вот на дно уложу ее. Там, по идее, нимфа должна толще воды гулять на течении. Как веснянка, похоже. Трава. Сейчас надо в камеру глянуть, что там, какое дно. И потом доедем до того места, докуда я вчера доезжал. И где стоят у меня 2 удочки. Оставил, закопал. Посмотрим, что-то клюнуло, не клюнуло там. Но сначала здесь побуримся, посмотримся. Новые места, они всегда так немножко, да, здесь тоже у меня как бы есть надежда, что можно попасть на необловленный участок, что возможно там может быть рыба. Пока тишина. Так, ну что, пойдемте глянем в камеру, что творится подо льдом. Так, вот наш подводный мир. Запись включать не буду. Потому что что мы видим? Видим, что дно каменистое. Есть трава. Глубина небольшая. Но рыбы не видать. Рыбы не видать. Если сейчас пройдусь по лункам и не увижу рыбу, то здесь делать нечего. Надо сматывать удочки и ехать дальше. Вот оно. Тут трава. Пойдемте глянем, что там было у Саньки, где он поймал вот такого красавца. Вот такого вот красавца. Вот такого вот красавчика. Так, ух ты. Вижу камушки. Вижу траву. Видно, да, надеюсь? И все. И больше ничего я здесь не вижу. Здесь рыбы нет. Так, там дальше перегод. Да, приехали до станции Конечная, где вчера докуда я вчера пробил дорогу. 2 удочки оставлял. Не шалохаются, не шарохаются. Десяток, да, я бурил. Ну, вчера вечером здесь что-то ни хрена не клевал. О, рябчик свистит. Слышишь, да? Рябчик свистит. Ну? Он в лесу рябчик свистел. Только что. Весна уже, весна. Что-то ветер поднялся. Прокладно стало.
Надо... О! Слышишь? Я бурю, да не слышу. Ну сейчас через 10 секунд он опять будет. О! Слышь? Или ты глухой? Или ты глухой? Да, я глухой. Ты глухой? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть глухой. Так, что там посмотрим? Грызли, не грызли? Ни хрена не грызли. Здесь рыбы тоже нет походу. Надо сейчас пробуриться, да в камеру глянуть, чтобы просто время не терять. Может, прошлый год стояла здесь, в этом году нет? Да, не сидел. Прошлый год было, а сейчас нет. Так что будем буриться, будем смотреть. Ну что я могу сказать? Была, конечно, надежда на это место, потому что в прошлые года всегда оно как бы давало нам рыбки. 15-20 штук там хорюзон, но всегда мы брали. Приехал сюда с огромной надеждой. Вчера дорогу протоптал, вчера не клюнуло. Сегодня по новой проверили, нет. Посмотрел все подводной камерой Калипсо. Ни одной рыбки нету нигде, ни большого, ни маленького. Идеально дно, каменистое такое, ну, хорюзово не зашуговано, ничего, все идеально, чисто все. Ну и чисто в том смысле, что нету вообще рыбы здесь. Решили перекусить и как бы чутка побольше, ну и по плечике где-то. По плечике. По плечике. А что ты друзьям-то не налил? Друзьям тоже стопарик. И хочу вам сказать, сегодня не просто перекусим, а вспомним моего отца. 4 февраля, 11 лет его не стало. Так что, друзья, это вам. Давайте помянем. Отца моего звали тоже Геннадий, так же как я. Умер он в 2011 году. Онкология все-таки сразила его. Боролся. Ну, 72 года было, когда он ушел. 11 лет его уже нет с нами. Он у меня Геннадий был. Назвал меня Геннадием. Я Геннадий Геннадьевич. Но я в честь своего отца. Через год появился на свет сын, даже меньше года. Отец умер 4 февраля. Мой сын младший родился 7 января на следующий год. Как бы года даже не прошло. И я в честь отца тоже назвал его тоже Геннадием. Так что у нас в семье теперь 2 Геннадия Геннадьевича. Вот. Давайте помянем. Вспомним отца. Хороший был человек. Здоровенный, даже выше меня. Да, выше тебя. Конечно, он намного выше, сантиметров на 10 был. Здоровый, крепкий мужик, но рак гортани, онкология. Курил, правда, с детства, с 9 лет. Может, из-за этого, не знаю. Давайте. Кстати, отец мой никогда не занимался вот такой рыбалкой зимой. Он у меня только ловил на лима, на палки, живцов ловил с очком, мальков, а удочкой вот так, зимней рыбалкой на удочке он никогда не занимался. Летняя рыбалка у него была, ну, кораблик, на кораблик хариуса ловил. Весна, осень, это, конечно же, сети. Без рыбы мы не сидели, рыбы всегда было. Только лед уйдет, и у нас буквально на следующий день еще ледоход где-то там шумит, пластами идет. А он уже, смотришь, там тазик рыбы уже на столе есть. Куда-то в заводюшках, там в устье ручья, куда-то там сеток накидает. И уже свежатину всегда. С ранней весны до поздней осени у нас всегда на столе была свежая рыба. Охотник был,
путики у него. Боровую дичь всегда домой возил. Носил. Уток стрелял. Очень много уток у нас в чердаке. Просто такие гирлянды уток висели. Черную и такую. Охотник, рыбак. Да. Если бы не эта болезнь, наверное, до 100 лет бы точно прожил с его здоровьем, блин. Кулаки у него были. Вот у меня как бы вроде уже, ну, как бы нормальный кулак. А с ним вот так поздороваешься, да, и у тебя просто рука пропадает. У него вот где-то вот такой толщины примерно кисть была. Просто пальцы еще длиннее, толще. Вот я говорю, пальцы двойной толщины. Вот такие мощные такие. Вот он говорит, если я кого-то, говорит, ударю, то, говорит, второго раза не надо, говорит. Мне одного раза хватает. Он еще вот так вот сделает палец. Я, говорит, вот так, не кулаком, а так вот. Тут костяшка-то, говорит, в лоб дам. Я по лицу никогда не бил. Я, говорит, в лоб бью, с копыт падают и больше не просит, говорит. Да. Крепкий мужик был. Так, ну что, сейчас перекусываем, получается. Отцепляю корыто. И опять риск, но куда деваться. Вчера проснулся здесь на лыжах. Я взмок, вспотел. А не знаю, как дальше. Здесь вот воды, конечно, вот видишь, с лунок выступило. Там лунок нету. Лед немножко подсох. То есть небольшая корочка сверху есть. Ну, возможно, местами на перекатах его нет. Ну, как бы, тот перекат я знаю где. Возьму с собой лыжи, возьму с собой пешню. И попробую пробиться дальше. На новые места. Где-то надо искать. Хариус это... Рыбалка по хариусу такая вещь, что надо проходить огромные территории, бурить много-много лунок. Но с камерой Калипсо, конечно, проще. Сейчас бы мы это все искали тут, почему не клюет. А может тут, а может там. А тут посмотрели, ни одной рыбки нету. Это ежу понятно, что здесь рыбы нет. Где-то она скопилась, где-то она нет. Может быть, где-то там, не знаю, из-за завала, возможно, опять тоже, да? Но мне почему-то кажется, в верховьях, наверное, вся рыба. Там вот на Сляне. Помнишь? Мы там с собой половили же, да, немножко? Мы там немножко. Мы там хорошо поймали. Мы там нормально ловили, да. А прошлый год там нас не было. Я приехал в апреле, а там уже полыня. Все, уже река вскрылась. Верховье скрывается раньше. Сюда приехал, здесь лед еще есть. Там не было уже его. Не знаю, как сейчас там. Прошлый год я там не рыбачил уже. В этом году не был. Уже 2 года там не был, получается. Ну там без нас люди рыбачат что. Не мы же одни тут рыбачим. Ну тогда тоже мы дорогу пробивали первые, считай. Да, мы первые ехали с тобой. Ну тогда было и сухо. А воды-то не было тогда. На слиянии только вот вода была и все. Может, я провалился-то когда. Угу. И все. Это же можно посмотреть в старом видео. Да, кстати, там мы же все снимали. Сейчас оставлю здесь ссылочку. Посмотрите, как мы ловили 2 года. Или 3. Или 3 уже. В 19-м, наверное. Или в 20-м. В 19-м. В 19-м году, да. В январе ловили. Просто мы приезжали с отличным уловом. В феврале ловили с хорошим уловом, приезжали. А наступил март, и что-то март, и все, перестало клевать. И тишина, да. А в апреле там мы уже просто не ездили, просто там уже везде вода была. А прошлый год эта река даже в марте уже все уже не было, не это. Да. Я прошлый год в марте уже сюда не ездил, мы потом что-то поехали и все. Я буксу вез сюда, и в деревне мы это. Да. В деревне рыбачим. Ничего, скоро тоже в деревню. Ну не скоро. Я так думаю, месяц еще в этих краях побудем. Надо съездить еще на озеро. Обязательно с камерой. Да. Хочу половить плотву, окуня. Вот такая погода, если будет, уже можно на озеро ехать. Свободно. Может, в следующий раз уже можно на озеро, наверное, съездить, да? Ну, палатку взять, Алтай. И палаточку с камерой. Это что, блин, прикормить, да, смотреть. Интересно же будет, как там что, все это будет. У меня еще, считай, 10 дней есть, так можно съездить.
Сейчас снег пойдет, смотри, какие тучи поперли черные. Ага. Солнце закрыло. Солнышко сегодня появлялось. Видишь, за солнцем-то видно уже, небо голубеет уже, да? Вот эти свинцовые тучи пройдут, сверху вот уже голубое небо. Запахло весной. Что-то рановато, да? А Начало февраля, блин. Мне кажется, морозы будут еще. А морозы-то будут? Потому что их не было. Че вот минус 37, вот на рыбалку с Серегой ездили, выбрали самое морозное время. Ну. Морозы-то будут еще, куда они денутся. Так что как-то вот так. Еще утренники будут капитальные. Кушаем, обедаем, поминаем Геннадия Григорьевича Растворова и едем дальше. Так, ну что, Санек, оставляю тебя одного. Не скучай, бурись, ловись, а мы попробуем пробиться к новым местам. Ну давай на всякий случай, наверное, они тяжелые, зато если утону, хоть будет на чем прийти, блин. Ну достань. А, я хотел, думаю, подъеду. Рискованно, конечно, но на лыжах топать это очень далеко. Я вчера, пока шел на лыжах, употел весь. Ледок вроде бы есть. Потихонечку попробуем пробиться до первой наледи. Будет наледь. Наледь, по идее, надо будет это тоже. Как их положить-то? Будет наледь, придется, не знаю как, блин, тоже не остановиться, надо проскакивать. Ну ладно, разберемся. Давай, погнали. Так. Идем по волчьим следам. Так, пока сухо. О, верхушку обломала опять же вот от снега. Вот и первая преграда. Вот и первая преграда. И хорошо, что я взял с собой пилу. Так бы мы уже здесь встряли. Получается, ее объехать никак. Можно, конечно, по берегу, но это очень сложно. Так что берем пилу, пропиливаем себе проход и едем дальше. Так, ну все. Дорога открыта. Можно ехать дальше. Так, пилу далеко не убираем. Ух ты. Ух ты. Блин. Чуть кофр не спалил. Повело как, а? Вздулось. Вон. Вон. Ёшкин кот. Вот так вот не надо делать. Можно и кофр расплавить. А бы в хлопуху. Это хорошо, еще нагреться она толком не успела. Вот это да. Вот это косяк. Так, ну что, едем дальше. Повалил снежок. Погнали.
вот здесь вот перекат. Здесь перекат. Дальше ямка вот там. Нам надо до той ямки. Так, летим. Так, ага. Ни хрена себе завалило тут все. Так, пока едем. Пока едем. Так, а тут что у нас? Блин, промоина. Тут ладно, до скорости попробуем. Опа-на, и тут все завалило. А тут вот может быть и опасно уже. Так, дальше, опа. Дальше пока ехать не стоит. Вон, видно, что здесь ходили волки, вот опять же. Так, а как мне сейчас развернуться? Вон дальше все это идут перекаты. Если раньше мы это ходом пролетали, то сейчас смотрю, еще и завалило все. Так что дальше пока мы не едем, наверное. А я еще и пешни не взял. А попробуем здесь развернуться. Если хватит места, если я не провалю здесь. Вон видно, что промоины, бобр ходил. Самое опасное разворачиваться. По берегам могут быть промоины. И можно запросто булькнуться. Ладно, попробуем. Дальше пока не едем. Без фанатизма. Ну все. Протоптали еще один участок. Надо обловить вот эту ямку сейчас, а дальше будет видно. Поехал, привезу Саньку сюда. Будем пробовать ловить. Вон здесь промоина, видите? Выдра ходила. Сразу делаю дорогу пошире в разрез, как бы. Вот здесь неплохая ямка. Вот здесь вот. Сейчас мы сюда и приедем. Тоже бывало здесь ловили. А здесь вот сразу перекат. Подсохло уже хорошо. Дело 5 минут, на лыжах бы мне это обошлось час как минимум, наверное. Что? Ничего? Поехали. Вот на той ямке оттоптануло, а дальше перекаты идут, я не стал рисковать. Тебя на той ямке оставлю, там потом пойду. Собирайся. Так, ну что, привез Саньку на новое место. Повалил снег. Оставляю тебя, давай, лови рыбу, лови, не просто так сиди. Ну а сами поехали дальше, пробивать дальше дорогу.
открывать новые горизонты. Погнали. Так. Что? Попробуем потихоньку. Потихоньку, полегоньку. Вон тут промоина. Вот тут вот перекат, бляха. По идее, надо тут идти на лыжах. Проверить все. Тут везде все открыто бывало, блин. Хотя бы вот этот перешеечек пройти надо на лыжах. Тут постоянно все открыто. Если прислушаться, даже можно услышать, как журчит. Проскочить я проскочу. Я просто не знаю состояние льда какое здесь. Вон, волк не провалился. По волчьим следам, если проехать, в принципе, можно, если осторожно, но не нужно. Так что лучше достаем лыжи. Не будем учиться на чужих ошибках. Так, здесь лед есть немножко. Есть. Ну а дальше посмотрим. Рукавицы оставляем здесь. Хотя бы сам перекат пройти, посмотреть. А то лед подсох, и мы борзеть уже начали. А это нехорошо. Борзость может быть наказуема. Вон. Так, здесь пока есть. Здесь пока есть. Так. Здесь пока тоже есть. Вон. Наледь уже пошла по следам волчьим. Вот тут я помню, как-то был тонкий лед. Я проходил, пробивался от пешни, за раз пробивался. Я просто намораживал, заливал в один день, чтобы на второй день просто переехать. Нормально, вроде как перешел. Опа. Первый пробился, снизу есть. Ну что, нормально? Пока проехали. Пока проехали. Так. Вижу. Волчьи следы пошли куда-то вверх ходили. А, это уже свежие. Это уже свежий след. Ага. Вот он. Если вот это старые два следа, то вот этот след уже свежий, сегодняшний даже может быть. Ага. Возможно, даже сегодняшний след. Так. Ну, до сюда мы точно уже доедем. Вот здесь, если что, можно будет развернуться. Ладно, пока выключаемся. В общем, пройдусь там за поворот еще. Гляну, что там, как там состояние реки. И попробую дальше пробиться. Все, друзья, пока. Рекламная пауза. Ну вот, друзья, и дошли до опасного места. Вот смотрю, промоина. Ударил он, и сразу камни. Ну, примерно глубина по трусы. Так, вот здесь уже льда, получается, нету. Особенно рядом с поваленными деревьями. Но на лыжах прошелся, на урагане, значит, проеду. И след, вон. Видно здесь вот это местечко, видно без льда. Провалилось. Но на урагане должен пролететь. Так что лучше лишний раз проверить. Вот хуже всего, где вот такие вот деревья лежат. Под ними, над ними получается сугроб. А под ними ничего не замерзает.
Так. И что я вижу? Опа. Я вижу проталину. Вон. Тут завал, тут, наверное, льда нету. И вроде бы вот лыжня или след от букса. Сейчас посмотрим. Если это реально след от букса, то получается Байкало-Амурская магистраль на одну сторону получит стыковку. Сейчас посмотрим. Я что-то пока до конца не врубаюсь. Нормально, пройти можно. Так. Ну да. Старый след от букса. Ну что, друзья, дошли до того места, где с верховий кто-то уже до сюда доходил. Получается, теперь с верхних участков до нижних дорога открыта. Можно будет с нижних попасть на верхние и также наоборот. Так что иду за буксом, и по следу уже, можно сказать, не так страшно будет. С Саньком сейчас поедем и попробуем новые места. Но опять же новые, как они новые, если кто-то там был. Ладно, посмотрим. Некоторые просто так катаются, обуривают участок 2-3 лунки на 3 километра. Так что все надо будет обуривать. Даже вот здесь пробуримся, тоже местечко более-менее такое. В общем, будем бурить, будем искать. Часа 2-3 у нас еще сегодня есть. Пошел я за буксом и обрадую Саньку, что уже дошли до буранки. Дальше уже будет безопаснее, по крайней мере, уже по буранке можно будет всегда проехать. Как-то вот так. Погнали. Ну-ка. О! Янцикадан. В общем, друзья, приехали еще на одно новое место. Обрадовался, что нашел буранку и что можно ехать уже не боясь. Вернулся за Санькой, прицепили сани с Санькой. Вместе со мной. Вместе с Санькой, да. И помчались, короче, на полных парах. И, оказывается, зря я без разведки поехал. Врюхали сейчас по сами никуда с санями, которые везли Саньку. Саньку с санями, блин. И по воде, получается, на леди километр. Я не знаю, что это за буксировщик, но какой-то детский. Гусянка... 380, наверное, да, 38, я не знаю. Снегом ее немножко присыпало, да, и залило, получается. Узкая мотособачка. Такса какая-то проехала. Но видно, что здесь он тоже порыбачил. Видно, что бурился. В общем, остановились. Мы сейчас также здесь попробуем. Он Санек уже выдернул одного хорюска. Сейчас здесь мы это быстренько все дело взорвем. Посмотрим в камеру, что там подо льдом творится. Здесь может быть и щучка, да? Наверное, я так думаю. Типа омутка, потому что я здесь даже малявку, ерша даже ловил, вот бывало. Они такие вот. Тут типа омутка получается, за тиховод. Вполне может и щучка здесь быть. А там дальше вот перекат идет уже. Так что бурим, смотрим, ищем. В общем, рыбалка продолжается. Ну давай, сделай бам. Бывали времена, здесь очень даже неплохо рыба поклевывала. Эх, помнишь былые времена, когда ты вот Санькин уловчик. Сейчас он в лунку выпрыгнет и будет. Выпрыгнет. В общем, все, погнали.